Я говорил, что у меня нет от зрителей секретов. Я и на татарском исключительно делаю, если лишь в том случае, когда это интересно только татарам. А когда на общественное звучание имеется, то я, конечно, стараюсь. Потому что обязательно умники найдутся, которые не так переведут. Вот я снял там улицы, мечети Соль-Илецка, Тыстыбе. Тыстыбе значит Соль-Илецка, да? Просто с чего начать бы? Давайте начнем с имени Струкова. Я вот забыл, Георгий, что ли, или как, Григорий, или как, к сожалению. Это выдающийся человек. Он, знаете, в 16-м, что ли, году родился. В 16-м ли году, в 1816 ли. Ну, я так скажу приблизительно. Зато я хоть не слезал. А уж по памяти вам скажу. Ну, дурачки там. Думаю, чем дурнее крикнет, тем умнее, что ли, выглядеть будет. Вот. И вот он колоссальную роль сыграл в становлении города Соль-Илецка. Относительно тогда молодого города. Город у нас 1754 года, да? 1754 года. Да, если не ошибаюсь. Вот. Представьте себе, сколько всего город-то был. И вот он. Просто ту сторону скажу, что он был знаком лично с... Тогда цесаревич был Александр II. Вот. Он вообще-то, говорит, внучатый племянник был царя Александра I, Александра Павловича. Вот. Кто вот, когда историю учил или по истории начнет разговаривать, вы попробуйте человека взять и в тупик загнать, поставить в тупик своим вопросом. Кем приходился Николай I Александру Первому? Я уверен, что некоторые скажут сыном. На самом деле он сыном не приходился, он братом родным приходился. Вот. Так, и он приезжал в 24 году. В 25-м же он 1 декабря или раньше чуть-чуть там этот мир покинул, да? Он где-то уезжал, где-то... Блин, я боюсь ошибиться. Вот просто, знаете, не хочу лазить в справочник. Таганрог, что ли, куда он уехал. Его не было, кажется, тогда. Что-то Константину решили присягнуть. Константин должен был трон занять-то. А потом что-то все переиграли. И вот декабристы поэтому и возмутились. Вышли на Северянскую площадь, кстати. Вот. И за год, получается, до того, как мир покинул царь Александр I, в 24 году, да, прибыл он где-то, дай бог память, или в июне кто-то, да, или в сентябре, так, сейчас скажу, 24 года. Он сначала в Оренбург прибыл, в Оренбурге там его встретили, замечательно, а потом он в Соль-Илецк перебрался. Вот. А потом, в 1937 году, вот опять путаю, вот, значит, одно из них событий было в июне, а другое, наверное, вот это в сентябре было. Вот как раз знаком с ним был Струков, и он пригласил, и вот как раз и он специально приехал, уже тот же из Оренбурга приезжал, это специально приехал он обязательно так в Соль-Илецк тогда, в Илецкую защиту, пардон, приехал, его замечательно встретили, он, кажется, у Струкова даже жил, и вот поэтому этот человек, ну, естественно, раз с царем был знаком, подождите, цесаревичем в 1937 году он не был царем, да, цесаревичем был. Он стал царем, если не ошибаюсь, в 1855 году, как раз он, Александр II,
освободитель. Кому памятник, в Екатеринбурге поставили в конце 19 века, там по городам ставили. И в 81 году, да, в 81 году (1 марта) его народовольцы застрелили, вот этого Александра II. Вот. Ну, про Струкова я сказал. Понимаете, видно, все-таки Струков был мужчина, он, как сказать, ценил. Сейчас вот к татарам перейду, о которых я сказал в татарском видео, сюжете там как раз. Там при нем, значит, называли вот, когда Струкова не стало, улицу назвали вот Струковская. Сейчас она Оренбургская улица. Оренбургская. Дальше там, значит, она перетекает Таш-Урам. Они говорили Таш-Урам татары, потому что я даже подозреваю, что татарские купцы там, раз они там жили, они, мне кажется, немалую роль сыграли в том, чтобы каменный, Таш-Урам каменную улицу называли. На самом деле она по документам называлась Татарская улица. Ее потом в честь революционера Крюкова большевики переименовали. Ну, Уральскую не переименовали, Ташкентскую, значит, не переименовали. И Ташкентская, кстати, я уже говорил, вот, по имени вот этой улицы Ташкентской, весь район городской, вот этот Ташкент называли, потому что с Узбекистана ехали, у татар они там жили, вместе в мечеть ходили. Кстати, вот мечеть, там самая крупная была мечеть, одна из них, именно вот сейчас по Просвещенской улице, я там ездил, все время у сестры двоюродной ночевал, и в окно видел двухэтажное из силикатного кирпича здание, а оказывается, внутри-то там деревянное, что ли, вот эта мечеть огромная была. И улица-то, понимаете, не мечетная называлась тогда, а Мечетлинская. Мечетле, значит, по-татарски мечетная. Улица мечети. Понимаете? Татары, видно, Мечетле называли, и поэтому Мечетлинская ее назвали, эту мечеть. Вот. И татары тогда составляли 24,5, что ли, процента из 10 тысяч населения по переписи 1897 года. Я ни в коем случае не хочу как-то, значит, ущемить историю нашего братского казахского народа, но в то время колониальная политика такая была, что их просто вытесняли, и на эти земли пришли, и как раз вот заселились русские, татары. Даже вот читаешь там, да, у авторов там по истории, и там и написано русские татары. Из 10 тысяч, значит, вот каждый четвертый был из татар. Вот. Слушайте, вот хочу к властям как-то обратиться, даже в официальном порядке. Понимаете, назвали Струкова, там написано Оренбургская, бывшая Струковская, но татары какую сыграли большую роль, потому что там пришли на эти земли, колонизировали, и местное население было не совсем радостно встретило их, вот, не совсем радостно встретило. И вот благодаря татарам, которые с казахами на одном языке практически и одной верой, казахи, они меньше всего тревожили их, Даже вот, допустим, взять Озерки, там село, чисто татарское, у них проблем не было. Леневка 60% татар было, казачья станица была. Вот. И поэтому, где татары, там казахи, они обычно, степняки, их не беспокоили, потому что единоверцы. Поэтому огромная заслуга татар. Никто не добровольно не поехал, их просто переселили. Планы были царского правительства именно по колонизации этих земель. И поэтому они огромную роль сыграли. Почему в знак признания заслуг татар, почему не вернуть название, по крайней мере назвать, пускай будет написано Крюковская, в скобках бывшая Татарская, Просвещенская, в скобках бывшая Мечетлинская улицы. А почему нельзя? Не надо документы переписывать. Там ведь сейчас вот кто, допустим, на Оренбургской улице там не пишет же бывший Струковский документах в паспорте. Я думаю, что власти города и городского округа должны обратить внимание, пока общественность сама не обратила на это внимание. Я надеюсь, что я всегда был высокого мнения о руководстве городского округа Соль-Илецкого. И надеюсь, на этот раз они проявят политическую мудрость. Спасибо за внимание.